Здравствуйте, дорогие ученики! Сегодня мы с вами продолжаем подготовку ко второму туру Олимпиады Айконат. Если вы помните, на первом уроке мы с вами рассмотрели только логические задачи, а сегодня мы с вами будем рассматривать задачи по тем темам, которые вы проходили за этот учебный год. То есть это те темы, которые вы проходили с 1 по 3 четверти включительно. Если обобщенно сказать, это кинематика, это динамика, законы сохранения и колебания волны. То есть вот такие 4 раздела, можно сказать. Естественно, мы с вами рассмотрим несколько примеров, но надо учитывать, что этих самых задач на самом экзамене не будет. Будут несколько похожие задачи. Начали. Первая задача. Автомобиль, двигаясь с ускорением 0,2 метра в секунду в квадрате, увеличивает свою скорость с 54 км в час до 72 км в час за время. То есть нужно найти нам время. Во-первых, нужно перевести все значения в систему оси. Вот здесь 54 и 72 км в час. Это будет 15 метров в секунду и 20 метров в секунду. Далее. У нас есть ускорение, двигаясь равноускоренно, если быть точнее, с ускорением 0,2 метра в секунду в квадрате, увеличивает свою скорость. Так, есть ускорение у нас, есть начальная скорость, обозначаемая v0, и есть конечное ускорение. Спрашивается время. Тут довольно простая задача. Если вы помните, на самом деле ускорение — это быстрота изменения скорости, то есть дельта v, отношение дельта v на дельта t. Либо можно записать конечная скорость минус начальная скорость, деленная на дельта t. Но здесь как раз и спрашивается время, которое мы затрачиваем. Обычно, когда вы считаете время, считайте с значения 0. Соответственно, давайте я вот здесь обозначу. Дельта t — это по сути t минус t0. Так как вы в основном считаете время, когда засекаете с нуля, соответственно, вот это можно не писать, поэтому принято писать просто t. Далее. Нам известно ускорение, известна конечная скорость, значит t будет равно v минус v0, деленное на a. Далее 20 минус 15, деленное на, рассмотрим здесь еще раз, 0,2. 0,2. 5 деленное на 0,2, это будет 25 секунд. Ну, вот такой ответ мы с вами получим. Далее, следующая задача. Дальность падения тела, брошенного с высоты 180 метров в горизонтальном направлении со скоростью 10 метров в секунду. Теперь надо представить ситуацию. Мы бросаем какое-то тело в горизонтальном направлении. Бросок в горизонтальном направлении получается в самый начальный момент времени, то есть в момент броска, не имеет никакой скорости по вертикали. Значит, это движение можно считать похожим на свободное падение. То есть в вертикальном направлении по оси Y мы не имеем скорости в начальный момент времени. Поэтому вот это расстояние, тело упадет свободно. Соответственно, если обозначить h, тело, допустим, вот так упадет, h будет равно gt в квадрате на 2. Я исправлю квадрат. Далее, что нам дается для этого? Высота 180 метров, значит, мы с вами можем найти время падения. Отсюда t будет равно, если сразу же выразить, t будет равно 2h деленное на g, так как здесь в квадрате, здесь берем в корень. Итого 2h, 2 умножено на 180, деленное на 10. Запомните, если не дается значение g, то вы всегда берете для облегчения задачи g как 10. 2 умножено на 180, деленное на 10, получается 360 на 10 деленное. 36 получается, из-под корня выходит у нас 6 секунд. Мы с вами определили время. Теперь спрашивается, что направление со скоростью 10 метров в секунд. Вот, дальность падения тела. Вопрос в самых первых словах заключается. Если спрашивается дальность падения, то это вот это расстояние. То есть от
проекция расстояния по оси x с места бросания тела до места падения, получается. Обозначим это место как S. Ну, S, так как в горизонтальном направлении тело движется равномерно, S равно просто V умноженное на T. Причем V у нас горизонтальная, вот 10 метров в секунду. Можем обозначить с вами как Vx и Sx. Равно 10 умноженное время мы с вами движения нашли уже, 6. Это получается у нас 60 метров. Следующая задача. Трос жесткостью 0,3 килоньютон метра во время подъема равноускоренно вертикально вверх с телом массой 2 килограмма растягивается на 20 сантиметров. То есть у нас есть тело завязано на трос. Ну, трос мы тянем. Давайте, чтобы нагляднее показать, вместо троса я могу нарисовать, допустим, пружину. Ну, вы сами знаете, пружина растянется, также и трос будет растягиваться. Силу упругости и троса, и пружины мы с вами можем найти по формуле Kx. Естественно, здесь должно быть значение минус, но мы пока что, так как берем только значение, минус писать не будем. То есть направление пока что в уравнениях мы с вами не будем писать. Далее. Вниз у нас всегда действует сила mg плюс, так как тело движется равноускоренно вверх, ну, из-за инерции здесь возникает дополнительная сила, которая будет равна ma. Вы, в принципе, этот частный случай, можно сказать, или вот эту ситуацию проходили в школе, когда вы проходили изменение веса в лифтах. Соответственно, вы там проходили вот такую формулу. P равно mg плюс a. Если лифт движется равноускоренно вверх, то у нас идет перегруз, и вес тела будет определяться по вот такой формуле. В принципе, мы вот это и нарисовали. Получается, сила, которая вверх тянет нас, равно вот этим двум силам, сумме вот этих двух сил. Далее, если сразу в скалярном виде написать, или в значении F у нас будет равно mg, вот отсюда, из рисунка, mg плюс ma. Ну, нам с вами известно, что F это у нас Kx равно mg плюс ma. Так, давайте еще раз посмотрим. Мы, если не ошибаюсь, то мы с вами определяли ускорение. Да, найдите ускорение тела. Соответственно, далее отсюда a будет равно kx минус mg, деленное на m. Давайте подставить на места значения. K у нас 300, m у нас 20 и x, точнее m 2 килограмма, расстояние, то есть, деформация 20 сантиметров. Далее k вот сюда 300, ну, там дается как 0,3 килоньютон-метра, это сразу можно написать как 300 ньютон-метров. Умножено на 0,2, переводим в систему Си, минус 2 умножено на 10, сразу можно написать 20, и деленное на 2 килограмма. Вот здесь получается 30 на 2, 60 минус 20, 40, деленное на 2, итого у нас 20 метров в секунду в квадрате. То есть вот такое значение получим ускорение. Следующая задача. После удара сила 10 килоньютон, ранее покоящийся мяч, то есть поначалу мяч просто стоял, масса 500 граммов, приобретает скорость равную 2 метров в секунду. Удар длится, то есть нужно вспомнить импульс силы и импульс тела. Точнее, если вспомнить, то импульс силы равняется изменению импульса тела. То есть F умноженное на T равняется дельта P. Так как тело поначалу покоилось, значит дельта P у нас P минус P нулевое, ведь так как тело поначалу покоилось, соответственно, начальное значение P 0. Соответственно, мы можем просто написать Ft равно в данном случае P. Если сразу подставить, то у нас значение силы 10 килоньютонов, это 10 в четвертой степени.
умноженное на t, который мы собираемся определить, равно импульсу. Импульс у нас это m умноженное на v. В данном случае масса у нас 0,5, потому что 500 граммов умноженное на 2, скорость как 2 дается. Получается 0,5 умноженное на 2, это у нас единица, t будет равно, немножко опущу, единица, деленная на 10 в четвертой степени, или сразу можно написать 10 минус четвертой степени секунд, или это 0,1 миллисекунд. Ну и так как у вас будут тесты, дальше можно преобразовывать. И еще одна задача у нас на тему колебания. Груз массой 25 граммов прикреплена на пружину и совершает гармонические колебания. И зависимость координат от времени, то есть график дается как вот на этом рисунке. Теперь здесь найти нужно жесткость пружины. То есть нужно найти К. Как можно найти К? Ну, вспоминается, я думаю, сразу формула периода T равно 2π деленное на m деленное на K в корне. Далее. Можем ли мы найти период поначалу из графика? Да, мы можем найти период. Допустим, давайте с вами представим колебания тела на пружине. Давайте представим горизонтальное колебание, то есть колебание на горизонтальной поверхности. Пусть это будет первое максимальное отклонение, то есть первая амплитуда. Вот это пусть будет положение равновесия, то есть без колебаний, если просто остановить пружину и отпустить, то тело будет вот здесь находиться. И максимальная амплитуда, точнее максимальное отклонение в другую сторону. Далее. Если рассмотреть, в начале у нас тело, я специально так нарисовал, в начале у нас тело стоит на расстоянии максимального отклонения, то есть вот здесь. Отпускаем, через некоторое время тело проходит 0. Потом тело приходит к следующему максимальному отклонению, обратно возвращается, обратно 0 и на свое первоначальное положение возвращается. Это вот это положение. Получается, вот это движение одно, то есть одно движение туда и обратно возвращаться, это называется одним колебанием. Получается, из графика мы с вами видим, что вот это расстояние от горба до следующего горба, это, в принципе, график одного колебания. За один колебание проходит у нас время 0,4 π. Значит, мы с вами можем определить период. Если определяем период, то из самой задачи нам известна масса, то остается только найти К. Давайте сразу можно так написать. Сначала выразить, то есть возводим в квадрат. T в квадрате равно 4π в квадрате умноженное на m деленное на k. То есть я избавился от корня. Далее выражаем k. K будет равно 4π в квадрате m деленное на t в квадрате. Далее подставляем 4 умноженное на, пусть π в квадрате также стоит пока что, умноженное на 25 умноженное на 10 минус третьей степени, потому что в граммах дается. Далее 0,04 π в квадрате будет в общем. Давайте их раздельно напишем. 0,4 в квадрате умноженное на π в квадрате. Π в квадрате с π в квадрате сокращается. Далее. Ну, здесь можно по-разному поступить. К равно, например, 4 можно на 25 умножить, получается 100. Здесь в знаменателе 10 минус в первой степени остается. А здесь можно оставить, сколько тут получится? 16, 10 в минус четвертой степени. Это туда уходит, в смысле, знаменатель уходит как плюс, и получится 10 в третьей степени деленное на 16, то есть 1000 на 16 поделить, но вы сами можете поделить, это получится 62,5, если не ошибаюсь, ньютон метра. То есть мы таким образом с вами определили жесткость. Теперь далее, на такие же графики бывают и другие задачи.
допустим, может даваться график, и, возможно, будут спрашиваться омега, то есть циклическая частота, или нью, обычная наша частота. То есть, если про омегу говорить, то по формуле омега равно 2π на t. То есть, в данном случае 2π мы делим на 0,04 π. Если находим нью, то получается 1 на t. То есть, если дается график, мы можем сами определить период и с помощью периода находить другие значения. Иногда могут спрашиваться и амплитуда колебаний. В данном случае x дается у нас в сантиметрах. Нужно сначала на ось посмотреть, потому что ось может задаваться в разных единицах измерения, и в метрах, и в сантиметрах, и в миллиметрах, и так далее. Получается, у нас максимальное отклонение стоит на значение 1. Ось выражена в сантиметрах, значит, у нас максимальное отклонение 1 сантиметр. Ну, амплитуда 1, получается, сантиметров. А далее, еще какие могут быть задачи на эту тему? Ну, для 9 класса, по-моему, в принципе, все. Примерно вот такого уровня будут задачи на тему колебания.